Назарларыңызға 80-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы шартты рай, болымсыз түрі. Условные наклонения, отрицательная форма. Формула основа плюс маме, бабе, папе, плюс сасе, плюс окончание ма, nga, ngыз, ngыз, плюс да, де, плюс вторая часть предложения это подлежащее, дополнение, все это условно, плюс келер шаг или же өткен шаг. Если глагол будет стоять в өткен шаг, предложения условными не будут. Предложения, построенные по этой конструкции, означают даже если не, хоть и не. Сұрағы не істемесе де. Бармаса да, даже если не пойдет. Келмесе де, даже если не придет. Айтпаса да, даже если не скажет. Көрмесе де, даже если не видит. Жіктелуі, спряжение. Мен бармасам да, даже если не пойду. Сен бармасаң да, даже если не пойдешь. Сіз бармасаңыз да, даже если не пойдете. Ол бармаса да, даже если не пойдет. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Көрмесек те, даже если не увидим. Сендер көрмесеңдер де, даже если не увидите. Сіздер көрмесеңіздер де, даже если не увидите. Олар көрмесе де, даже если не увидят. Как и на предыдущем уроке, рассмотрим два вида предложений в отрицательной форме. Но перед этим хочу обратить ваше внимание на то, что в рассматриваемой грамматике одна часть предложения всегда противостоит тому, о чем говорится во второй части. Жүгірмесең де оны қуып жете аласың. Даже если не побежишь, сможешь его догнать. А вот здесь жүгірсең де оны қуып жете алмайсың. Даже если побежишь, не сможешь его догнать. Здесь утвердительная форма, здесь отрицательная форма. Здесь отрицательная форма, глагол стоит в отрицательной форме, а во второй части глагол стоит в утвердительной форме. Жүгірмесең де оны қуып жете аласың. Даже если не побежишь, сможешь его догнать. Сен баяурақ оқымасаң да ол түсінеді. Даже если ты не будешь читать медленно, он поймет. Асықпасаң да үлгересің. Даже если не будешь торопиться, все равно успеешь. Кешікпесем де үйден ертерек шығамын. Даже если не опаздываю, выйду пораньше из дома. Эти примеры относятся к условному наклонению, так как глагол во второй части стоит в будущем времени келер шаг. Вот. Все это в келер шаг стоит. А это, в свою очередь, означает, что действия не совершены. Второй вид примеров – это когда глагол с будущего времени поменялся на прошедшее время. Вот жете алдың, ол түсінді. Если по-русски, то будет смог, понял, успел, вышел. Или вышла. Жүгірмесең де оны қуып жете алдың. Хоть ты и не бежал, смог его догнать. Сен баяурақ оқымасаң да ол түсінді. Хоть ты и не читал медленнее, он понял. Асықпасаң да үлгердің. Хоть ты и не торопился, все равно успел. Кешікпесем де үйден ертерек шықтым. Хоть и не опаздывала, вышла пораньше из дома. Хоть мы и видим суффиксы вот эти «сосе», условности, предложения условными не являются, так как в первом, так и во втором предложении речь идет о совершенных действиях. Теперь прочитаем примеры диалогов. Мына киноға үлгереміз бе? Асықпасақ та үлгереміз. Успеем на этот фильм? Даже если не поторопимся, успеем. Бүгін демаласыңдар ма? Жоқ. Асықпасақ та жұмысты бүгін бітіру керек. Сегодня будете отдыхать? Нет. Даже если не торопимся, работу нужно закончить сегодня. Теперь прочитаем примеры на хоть. Мына киноға үлгердіңдер ме? Тездетпесек те үлгердік. Успели на этот фильм? Хоть и не торопились, успели. Бүгін демалдыңдар ма? Жоқ. Асықпасақ та жұмысты бүгін бітірдік. Сегодня отдыхали?
Нет, хоть и не торопились, работу закончили сегодня. Дорогие друзья, если вам понравился урок, ставьте лайк, подпишитесь, буду благодарна вашим комментариям.